прям во время исполнения я теряла типа сознание. А были когда-нибудь такие зрители, которым не понравилось? Я под стук собственных каблуков, короче, ушла со сцены. Хотели, чтобы я лежа играла, полуголая на сцене. Травмируется что-то у тебя в лице? Там кровище, короче, фонтан вообще. Одна мысль в голове: стой, 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 не падай, не падай, не падай. Потому что я всю душу наизнанку. Я прям вот, я вся отдаюсь. У души нет национальности. И я даже говорю, что Хамус, как волшебная палочка Гарри Поттера, он тебя сам выбирает. Привет, я Максим Кардозу, и сейчас будет интервью с Аленой Подлужной. Утай – это хамусист-виртуоз, потрясающая вокалистка, музыкант, певица. Она участница огромного количества международных российских фестивалей и телевизионных шоу. Нам удалось встретиться и поговорить много о чем. Ну и в самом начале видео я хочу вас попросить: ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, комментируйте. В общем, вы все сами знаете. Ну что, бардыбытышки? Алена, привет. Привет, Максим. Да, очень приятно тебя видеть, особенно Взаимно. в условиях этой пандемии, карантина, да. который то открывает, то закрывает. Вообще очень сложно встретиться с людьми, и каждая встреча, она очень приятная. Взаимно. Спасибо большое, что пригласил. Сразу первый вопрос, может быть, неожиданный. Хамусистка или хамусист? Виртуозка или виртуоз? Вот важно сегодня это или нет для тебя? Ну, для меня нет. То есть вот эти феминизмы, да, они, в принципе, как моя мама говорит, вы меня хоть горшком назовите, но в печь не сажайте. Поэтому, мне кажется, благороднее звучит хамусист, виртуоз, да, там. Это чисто мое мнение. Просто сейчас очень многие женщины борются, там, режиссерка именно там. Вот это феминизмы, Да. пытаются вот это вот. Но для тебя это не имеет никакого Блогерка, да? Да. Нет, для меня это не имеет значения. Ты очень часто говоришь, что когда ты выходишь на сцену, выступаешь, это всегда импровизация. Да. И как вообще это происходит? Все равно же есть какой-то наработанный материал, да, есть очень популярные вещи, которые ты исполняешь из концерта в концерт. И как их сделать, более-менее одинаковыми, я не знаю, если это импровизация? Или как они меняются, и из-за чего происходят такие изменения? Есть скелет, да, то есть я знаю, что сейчас я буду исполнять композицию про белую волчицу, например. И все, значит, я уже в голове выбираю набор инструментов, что я буду использовать. Там звуки с дыханием, там ритм определенный, бой, ритмический рисунок, и вот вой, допустим, да. И эти инструменты я начинаю ими жонглировать, просто играть. Но форма все равно есть, конечно, да, она остается. То есть это вступление, развитие, разработка, какой-то пик, апогей, кульминация и завершение. То есть музыкальная форма, все это остается, скелет. А внутри может происходить все что угодно. И зависит как от моего настроения, состояния, фаза Луны, и так и от слушателя. То есть понятно, что если я буду играть детям, я буду играть по-другому, да? Я буду с ними заигрываться, я буду играть утрированно, как-то гротескно, чтобы зацепить детское внимание. Ведь дети — это самые трудные слушатели, да? Их невозможно заставить слушать. Если им не интересно, они, да, вообще не будут тебя слушать. И не будут притворяться, что они в образе слушают. Да? Взрослым играть проще, да? Поэтому для взрослых я буду играть по-другому. Конечно, зависит от слушателя, и от твоего настроения. А были когда-нибудь такие зрители, которым не понравилось твое выступление? Я думала, что им не понравилось, да, я была в шоке. Я выступала, где же я выступала? По-моему, для одного из каких-то крупных наших нефтедобывающих мероприятий. Да, точно, я вспомнила, в Новом Уренгое. Я, в общем, там выступала. У них банкет, фуршет, лухари, барвиха, короче, все там в мехах, там в бриллиантах. И я, думаю, надо как следует достойно выступить. Такая вышла там, от души вообще все сыграла. И в ответ жидкие хлопки, короче, я под стук собственных каблуков, короче, ушла со сцены. Для артиста это вообще фиаско. И я такая, короче, захожу за сцену и говорю ведущим: все, говорю, провал. Они такие: ты чё, это успех, ты видела, как до этого фокусника? А тут мировых наших, тоже не буду говорить, кого пригласили туда выступать, наших знаменитых товарищей магов, им вообще не аплодировали. То есть, оказывается, я понравилась. Это были, оказывается, просто овации.
Просто народ, оказывается, считается, что это не, ну, типа, не культурно у них, ну, они же там элита, все дела, и вот лишний раз не утруждаются вот аплодировать, и Мгм. вот эти 3 хлопка, которые я получила, оказывается, из всех артистов у меня был вообще огонь. Так Мгм. что я такая: "Хух, слава богу". Мне им понравилось. Потом они лично подходили, вот эти люди, как бы так: "Замечательное выступление", там хо-хо-хо. Ну, это публика такая, понимаешь, они не такие, как мы, открытые. То есть они Ну, то есть не было такого, что к тебе после концерта подошли и сказали: знаете, Алена, конечно, интересно, но... ну, какая-то фигня, да? Нет, такого на выступлениях никогда не было. Обычно все тьфу-тьфу, по дереву постучать. Обычно люди, все остаются после концертов, хотят пообщаться, да. Вот нет таких, которые там ушли посередине концерта или еще что-то. Но в комментариях можно что-нибудь негативное увидеть, да? Когда ты выкладываешь в YouTube там или куда свое творчество, да, находятся люди, которые пишут, типа, просто полный капец, короче, типа, что это вообще? Но это их мнение, они имеют на это право. А ты помнишь М. самый обидный комментарий? Нет, не помню. Нет, там недавно что-то было, как же, типа старая, что-то, короче, не кошелка, а что-то. Ну, кто-то старый, вот, и меня это зацепило. Я такая: "В смысле? Я же еще не очень старая". Там, короче, какой-то дяденька написал, что-то старое, короче. И вот мне слово "старое" зацепило. А так, конечно, пишут много негатива, но больше позитива. И я, ну, не переживаю, как бы. У меня свой путь, я знаю, что я на правильной дороге, я благословлена, так сказать, да, и всегда с позитивом, всегда с улыбкой. Сколько людей, столько мнений, да? Или, как говорят, на вкус и цвет все фломастеры разные. А когда-то тебя это задевало, может быть, в первые Конечно. какие-то годы? Как ты реагировала? Очень бурно. Слезы там, да, прям вообще переживания года. И я пыталась отвечать, я вступала с людьми в контакт, я защищаться пыталась. Я не занималась пинг-понгом, типа, да сам ты обезьяна, мол, да. Нет, я пыталась объяснить, ну почему вы так говорите, я же это, я же то, как бы оправдывалась. Но, видимо, потом, когда уже вырастает твой уровень профессионализма, ты, ну, начинаешь свысока уже как бы смотреть на это все. И только действительно, когда по делу, есть комментарии, которые заставляют задуматься, которые учат, да, какое-то, ну, мнение, где не просто тебя, извините, обсирают, да, на пустом месте, просто вот унижают плохими словами, а где действительно есть конструктивная критика, там могут Мгм. сказать: ну, вот это вот ты неправильно произнесла, допустим, это слово, да, или вот это вот не так делается. И когда я вижу действительно, что человек в теме, он разбирается, я прислушаюсь, но я никому не отвечаю на комментарии, на плохие. То есть я уже не вступаю в контакт. Я делаю выводы. А на позитивные, конечно, я стараюсь ответить всем. Благодарю, спасибо, потому что это обмен позитивной энергией. Мгм. А негативная энергия мне... Зачем ей обмениваться? А больше комментариев на иностранном языке или на русском? Ты как-то 50 на анализировала? 50. Да, я смотрю статистику ютубовского, допустим, канала. Просто на ютубе у меня больше всего подписчиков, там 177, по-моему, тысяч сейчас. И по статистике видно, что на первых местах США, Россия. И они делят вот напополам. И поэтому приходится и контент делать, это очень сложно, двуязычный. То есть одно и то же, но на разных языках. И когда я пыталась совмещать, то есть предложение сказала по-русски, потом по-английски, по-русски, по-английски, тут же сама себя как бы переводила. Люди начали говорить, что тяжело воспринимать такую информацию. Мгм. Поэтому я все время нахожусь в поиске вот лучшего решения. Когда на английском снимаешь, внизу пишет «продалась», типа валютная, там всякое разное начинается. Ну вот, мол, нашу культуру разворовывают иностранцы, типа там все, она продалась, типа за рубеж. А русский, когда по-русски только снимаешь, иностранцы пишут, типа, ну вообще-то мы тоже тут как бы смотрим, ну и вот всем не угодишь. М. Почему в Америке так много реакций на тебя? Ты тоже анализировала этот вопрос? Ты там Ну вообще была? да. Нет, вот, к сожалению, пока не была в Америке. Прям почему-то она мне пока закрыта страна. Я пыталась получить визу, мне отказали. Я на тот момент была не замужем, у меня не было никакого имущества, да, как бы. И они же очень боятся, что мы туда поедем, там замуж выйдем, останемся. Надо лахать, эй. У нас своих навалом нормальных. И как бы мне отказали. Потом
я уже когда обжилась уже всем этим добром, который доказывает, что я никуда не денусь как бы из России, там и ипотека, все дела, я пошла опять подаваться на визу. И именно в этот день приняли указ, помнишь, что всех отправить этих консулов. Какой-то да-да-да. конфликт был политический между Россией. И именно в этот Они день, увеличили... август, по-моему, это был, то ли 12, то ли 18, я прям хорошо помню этот день, и такая вся воодушевленная просыпаюсь, там, схватила свой мешок этих документов, и такая, ну в этот раз я точно получу визу, я так хочу в Америку съездить, посмотреть. И облом. Все. Мгм. Ну вот пока она мне, видимо, не открывается. Мгм. Но подписчиков, да, много, проявляют очень большой интерес. И в том числе, я думаю, из-за Native Americans, как бы, да, вот индейцев. И они вот испытывают интерес к тому, что я делаю, и проводят прям параллель, говорят, что вот так похоже вот на Native Americans, на индейцев культура. А у них есть свой варган или нет? Ну, есть, конечно. В принципе, американцев-то, наверное, объединяет со всего мира. Они же все съехались когда-то в свое время, да, в эту землю Мгм. и привезли что-то все свое. И у них есть этот джа-харп, да, джуз-харп. Они играют на варгане. Кантри-музыка, у них вот есть там звучание. И поэтому им интересно. А вот ты не смотрела на выступление Зарины Смотрела, Копыриной, конечно. да, которая в Америке участвовала в Да, конкурсе? да, смотрела America Got Talent, да. Как тебе? Ну, норм. Ну, это немножко не мой путь. Я же больше в аутентике, я больше туда, как бы. Но это интересно, почему нет? Она же «Зомби», по-моему, исполняла песню. Да. Ну, это современно, это такая эклектика. Why not? То есть любые вот эти направления творческие имеют право быть, я считаю. Но тебе не захотелось попасть опять на эту сцену, потому что у тебя есть опыт тоже Мгм. большой этого же шоу, только в других странах. Ой, мы сейчас опять готовимся к такому же клоунаде. Очередной Румыния уже пригласила на этот раз тоже поучаствовать в таком же шоу талантов. На самом деле там приятного мало. Это постоянная борьба за то, чтобы не позволить им, телевизионщикам, выставить все не так, как есть на самом деле. Потому что они все-таки утрируют, да, они, ну, понятно, для телевидения должна быть изюминка какая-то. Или пытаются какой-то скандал придумать, или а вот у вас в жизни вот что-нибудь было такое, вот что, ну, понимаешь, да, чтобы людям было А вы не пикантно. сирота случайно? Вот, типа сирота, может быть, вы там лечились от наркомании или еще чего-нибудь. Ну, то есть ищут что-то негативное. А у меня нет такого, как бы, ничего. Ничего негативного. И это неинтересно, наверное. Они пытаются что-то вытащить, что-то придумать, знаешь. И постоянно это идет вразрез с культурными ценностями и с уважением к культуре. Вот я писала когда-то пост, что в Германии там меня пытались как уличного музыканта выставить. То есть я вся в мехах, в БЛРГЛ, в якутской национальной одежде буду стоять с шапкой, ага, на улице, там попрошайничать, да? И на тебе украшения Да, из серебра, серебряные, да? Там на сотни тысяч, Да, и я такая, уличный музыкант, да? Потом типа, а вы пьете водку? Ну, типа, а давайте вы будете пить водку и скакать на лошади. То есть если я ржу как лошадь, значит, я должна скакать на лошади, а если я из России, значит, я должна пить водку, да? Такие моменты. Вот, то есть люди по незнанию могут случайно оскорбить твою культуру, которая очень древняя и очень мудрая, и шутить с такими вещами нельзя. И там поэтому на этих шоу приходится отстаивать прям вот. Нет, это мы не будем делать, вот это нельзя. Там хотели, чтобы я лежа играла, полуголая на сцене. То есть на хомусе, да? Что тебя возмутило в этом предложении? Ну, как бы, видишь, это неуважение к культуре. То есть я бы голая там не лежала бы вальяжно, да, на хомусе играла. Это прежде всего... Ну, может, я закомплексованная, не знаю. Может, мне такое, ну, консервативное, ультраконсервативное воспитание, да. Ну, вот у меня есть уважение к инструменту, и это святое. То есть если и раньше я могла тоже там в каких-то корсетах прыгать, ну, когда молодая была, холостая, то сейчас как бы я выступаю в традиционных костюмах. То есть появилось какое-то осознанное, да, отношение, ответственность за каждое твое действие. Поэтому я не берусь ради рейтинга и ради хайпа какого-то, да, ежеминутного ставить под угрозу, во-первых, имидж моей республики, имидж нашей богатой, достойной культуры народа Саха, да, это тебе не какой-нибудь там
цирк, да, это серьезные вещи. И также, видишь, для меня очень важна сакральная составляющая, ну, как любят сейчас говорить, шаманская, типа, да, я бы это так не называла, эзотерическая составляющая нашей культуры. У нас это не просто пляски, да, там везде есть глубокий смысл, и везде есть обрядовость, ритуалы, да, это не просто так. Поэтому я, ну, осторожно к этому отношусь. И в угоду телевизионщикам как бы там скакать на коне, пить водку, размахивая дейбирем, как бы я не буду. Это точно. И вот у нас из этого были. Это как-то повлияло на твои прохождения на этапах или нет? Я думаю, нет, наоборот, больше зауважали. То есть я показала, что я не марионетка в их руках, и свою культуру ни в коем случае не дам в обиду. И они, наоборот, так с уважением. Знаешь, особенно в Англии, в Великобритании, они прям такие сразу: хорошо, хорошо, мы все вот поняли, как бы никакой оголенки, никакого там дешевого шоу, да, никаких пьяных лошадей или рынка. Поэтому очень с благородством подошли, все нарисовали графику, вот эту волчицу, типа богиню тюркскую. Там все вот наше, прям отрисовали наши якутские украшения, наши орнаменты. Ну, молодцы. Ну и что говорить, все-таки Англия это уровень, весь шоу-бизнес там, и там именно благородный шоу-бизнес. Вот расскажи из первых уст, докуда ты там дошла, вот в Англии, да? До полуфинала. Это самое удачное выступление или в Италии было лучше? Нет, в Германии в финал прям попала. В Германии финал. Да, если в Италии и в Англии я выступала в полуфинале, то есть я была полуфиналисткой шоу, финал меня уже в основную, ну как бы в финальную битву уже не прошла. А в Германии, да, я участвовала в финальной битве. Ну, немцы веселый народ. И вот это да, вот хамус, ржание, вот это вот все, им прям зашло. Тем более у немцев есть маультруммель. Это испокон веков австрийцы, германцы, да, они играют на маультруммель. Это такое у них ассоциация праздника. То есть они вот играют по праздникам. На этом хорошо сохранена традиция. Есть целый фестиваль, Ancient Trance Festival, один из древнейших фестивалей, посвященных именно в органной музыке. Я у них постоянно там езжу, каждый год выступаю. Они молодцы. Ну, может, поэтому и дошла вот до финала. А для англичан и итальянцев это немножко так странно было, да? То есть они говорили different, it's very different. Не в плохом смысле, но это что-то очень другое. Хотя у итальянцев тоже есть вот это скаперцене, или как он там называется, и маранзано сицилийский. У них тоже есть инструмент. Когда ты прошла в финал в Германии, какие были ощущения вообще у тебя? И это же соперничество в любом случае, это же конкурс, есть адреналин, наверное, какой-то, есть жюри, есть зрители, которые голосуют, и предсказать, как проголосуют зрители, невозможно. Там что чувствует участник в этот момент? Больше было страшно за то, что не ударить лицом в грязь. Потому что именно там у нас культурные вот эти вот начались трения, да, с организаторами шоу. И где мы, кстати, не победили. Все-таки они победили. Они розовую кислотную хохлому на всю сцену там навешали. Ну, если Россия, то хохлома же, да? Я говорю, вообще, как это связано? Ну, ладно. Было просто, волнение выступить достойно. Все-таки ты представляешь свою республику, да? И по тебе по одному потом будут судить о целой культуре, например. Так же может быть. Поэтому вот это было. А так уже, знаешь, такого страха, какого-то волнения, особенно конкуренции, я не ощущала, потому что, это слишком разные вещи. Допустим, там мужик победил, который проглатывал все, а потом отрыгивал в целом виде. То есть вот это победитель шоу, да? Он такие брал сырые яйца, там, вместе там выплевывался, да? Все по нему течет, да? Там все это грязно, там. А потом обратно такой, хоп, отрыгнул, и целое яйцо. Опять. Потом опять что-то сожрал, выпил, и это все некрасиво, все, да? Трэш. Но людям нравится. Как вот, фрики, да, такие. И вот он победил. И как я могу думать о конкуренции? Как бы он тут яйца глотает и отрыгивает их обратно целыми, а я древнее искусство представляю. Поэтому чувства конкуренции не было. А вот другие, если более профессиональные, этнические какие-то фестивали, именно конкурсные, ты в них участвовала?
В конкурсных нет. Как правило, меня уже приглашают как хедлайнера. С высоты моих 85 лет на сцене, да, уже я как хедлайнер, конечно, наоборот, как жюри приглашают. Конкуренции как таковой нет. В России или за рубежом? В основном я работаю за рубежом, конечно, в Европе. Ну и в России тоже, да, фестивали есть классные. Ну и, как правило, мне нет конкуренции, потому что я, как правило, одна представляю свою культуру. Разве можно соревновать с культурами? Типа вот сербская, там, итальянская и якутская, какая лучше, да? А разве так не делают? Ну это же ужасно. Как можно сравнивать культуры? Они же просто априори идеальны, они perfect, они уже абсолютно совершенны, вот, потому что это культура народа, это история, это корни. Как можно сказать, что, например, там, болгарская культура лучше румынской? Ну, у меня это в голове не укладывается. Как можно говорить лучше? М. Это как, не знаю, среди двух своих детей одного Ну больше вот любить. тебя приглашают в жюри, и как ты оцениваешь тогда в этой ситуации? Ой, я добрый жюри, я всем максимум оценки ставлю, мне все нравится. Только если, конечно, там явняк, знаешь, какое-то дешевое опопсение идет культуры, да, уже слишком, уже люди настолько, бывает, глубоко уходят в эксперимент, что отрываются от корней. Тогда я могу там покритиковать, да, что-то высказаться. А так, конечно, являюсь просто человеком очень этническим таким, и я обожаю все культуры, мне прям вот это национальное, народное. Поэтому я все люблю, наверное, я не несправедливый критик, да, я вообще-то класс, 5, 5, 5, все свободны. Как-то в одном интервью ты говорила, что у тебя был большой тур, Мгм. там 40 концертов, да, там несколько концертов за день, Да, это несколько стран, то было есть дело. такой цейтнот, и тебе там было тяжело. Да, это было тяжело. Почему? Ну, потому что это физически сложно просто. И я же не просто выступаю. Это людям, ну, иногда вот думают, да, обыватели, что что подумаешь там на хомусе бренькать, да? Фигня, да? Я тоже так могу, и пишут, да? Окей, вперед. Это труд, это перелеты, и ты не просто играешь музыку, ты отдаешь энергию. Ну, по крайней мере, у меня так. Может, поэтому моя музыка и отзывается так глубоко и остро в сердцах людей, потому что я всю душу наизнанку. Я прям вот, ну, я вся отдаюсь. И обычно после концерта мне нужно хотя бы день на восстановление, а там не было вот этого на восстановление. Просто мы меняли города, и вот все время, да, напряжение, все время ты отдаешь, 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 а восполнить баланс вот это не получается. И там я еле-еле уже, да, я уже приползла в конце тура домой, и сейчас смотрю на это со стороны уже, да, вот после карантина, вот этой пандемии, сейчас вот что происходит. Думаю, как я это могла сделать? Как? Сейчас я обленилась, вот сейчас как бы нет. Я подумаю 300 раз, если меня сейчас позовут в такой тур плотный, что один за одним. Нет. И в день прилета я уже выступать не хочу, и уже отель мне там получше подавай. Ну, может, и старею. Это не звездная болезнь, а это просто вот уже хочется, знаешь, комфорта, поспокойнее, уже во весь опор уже не хочешь мчаться. М. Ну вот я думал, что наоборот, во время вот этого простоя, который случился, тебе, может быть, захочется повторить этот эксперимент. Нет, Нет? наверное, нет. Я поняла многое за этот карантин, и в том числе я поняла, что жизнь одна, она коротка, и надрываться и убивать себя раньше времени не нужно. Нужно все делать в кайф, в удовольствие, в потоке, да, а не рвать, вот урывать что-то, да. Оказывается, можно жить и без такого дикого количества концертов. Никто с голода не умер, никто, извините, с голой попой не бегает по улице, да. Фу, дай бог, всем здоровья. Поэтому, оказывается, можно жить более размеренно, с большим уважением относиться к своему телу, а не использовать его как робу. Да? Оно у нас одно, и нужно его любить и уважать. А мы же обычно как к своему организму относимся? Там, едим, что попало, там, не спим нормально, путешествуем на износ, тяжести там таскать, вот это вот все. И у меня появилось уважение к телу, да, к своему, что надо, однако, поспокойней. Оно у меня одно. Не дай бог что-то случится, сорву здоровье там, или да, сердечный там ритм можно сорвать во время вот этого всего. Что потом? Кому я больная нужна?
Никому. Мир быстро от тебя отвернется. Махом. Поэтому нужно сохранять свое здоровье, быть на позитиве, на волне, да, и без фанатизма. Ну, это моя позиция. Если говорить о здоровье, наверное, артистам вообще важно не болеть, мне Ну, кажется, конечно, да, там, да, если всем ты людям. поешь, это Да. там тебе нельзя хрипнуть, Мгм. да, и если там ты танцуешь, тебе там нельзя вообще калечиться и так далее. Вот Да. все мы находимся в зоне риска, да, там люди, которые занимаются артистической Мгм. какой-то деятельностью, Ну, публичной. публичной, Да. да, и как ты себя бережешь? Да, там, некоторые, например, Дженнифер Лопес застраховала свои ягодицы там одно время. Да-да-да. Да? Я тоже. Шутка. Мгм. Ну, и как я себя берегу? Никак. Ну, я стараюсь соблюдать, как, насколько это возможно, режим. Ну, спать. Для меня очень важно спать. Если я хорошо подрыхну часов 18, вообще вот просто как, как в пещере, да, я все завешиваю, выключаю телефон. Для меня сон — это лучшее лекарство. Но, конечно, я постоянно принимаю витамины всякие. Не буду рекламировать, американской марки, с Мгм. которой все заказывают, да. Обязательно витамины D3, С, там, это прям как отче наш, да, это рыбий жир, вот это вот все, омега вот это. Это помогает, реально помогает. То есть не химозу какую-то, да, пить, чтобы печень свою добить, а именно вот натуральные, и стараться питаться, конечно, хорошо. Я для себя открыла, вот, кстати, в Москве, благодаря жизни здесь, я для себя открыла зелень. Я прям как корова, короче, начала просто каждый день по пакету зелени съедать. Потому что, ну, в Якутии у меня такой возможности не было. А были какие-то случаи, когда ты в плохом состоянии там, выходила на сцену? Да? Некоторым артистам вообще колят уколы для того, чтобы хотя бы на 40 минут они на сцене там, продержались и смогли выступить. У тебя такие случаи были какие-то? Ну, было, что я больная, приходилось выступать, и на телевидении приходилось не так давно, вот очень ответственно было. В честь Дня Республики нашего пригласили на ОТР рассказать о нашей республике, да. Это же честь такая. Ну, я там в лучшем, прям все в традиционном, вся обвешалась серебром. Радостно. А у меня температура под 40. И я так страшно заболела, у меня все отекло. Я не знаю, что это было, какой-то грипп, наверное, но все равно надо было идти, нельзя было отказывать. Прямой эфир, уже, хоть живая, хоть мертвая, иди, короче. И я пошла, и на видео, если смотреть, слышно, что я немножко гнусавлю. Чуть-чуть тогда. Но, с другой стороны, это придало такой колорит более этнический моему голосу. Но, слава богу, пронесло. Вселенная меня любит, я думаю, и оберегает. То есть и обычно я, ну, не бывало такого, что приходилось полуживая, полумертвая на сцену выходить. Обычно такого, ну, не бывает. Мгм. Редко, когда вот М. тебе либо в состоянии, когда ты болеешь, или что, чувствуешь себя там как-то не так, да. Ну, я фанат своей работы, я пойду и живая, и мертвая. То есть, может быть, были другие ситуации, когда, может, ты выходишь на сцену и во время выступления себя начинаешь плохо чувствовать, Да, и когда все заканчивается, прямо валишься. было и не раз. Я не знаю, с чем это было связано, может быть, действительно с качеством моей жизни на тот момент. Сейчас такого почти нет. А прям во время исполнения я теряла типа сознание. То есть у меня темнело в глазах, и раньше я всегда на каблуках выступала, в молодости, да. И я стою такая и понимаю, одна мысль в голове: стой, 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 не падай, не падай, не падай. И останавливается время. И это, знаешь, с одной стороны, очень кайфовое чувство. То ли ты как будто, ну, то ли умер, что ли, на секунду, да. Я не знаю, что в этот момент происходило. Возможно, гипервентиляция легких. То есть я очень активно играла, очень сильно дышала, и у меня все темнеет в глазах, останавливается ощущение времени, пространства, все теряет значение, глохнешь. Может, это давление падало. И страшно, и кайф. То есть ты прям резко как будто впал в какую-то такую глубокую медитацию. Может, я в транс переходила, и может, за грань. Не знаю. В общем, такое раньше очень часто было прямо во время исполнения. И одна мысль: стой, стой, стой. И ты хоп, и возвращаешься, короче. То есть я Мгм. как будто себя держала. Ну и потом, как бы с опытом, да, мудрая женщина, я что сделала? Я начала стелить шкуру оленью себе, ставить микрофон вниз и проводить концерты медитации сидя.
То есть если даже вдруг я вырублюсь и там меня поведет куда-то, то я, по крайней мере, не разобьюсь. Со мной, ну, ничего не случится, я на шкуру там упаду. То есть есть такое, и я пока не могу это объяснить. Это не то чтобы плохо, ты неплохо себя чувствуешь, ты странно себя чувствуешь. Это ново. Это пугает, потому что это ново. Возможно, это я в какой-то перехожу там портал, там в транс уже начинаю входить, да. Но пока мой разум резко включается, такой «стоять!». То есть у меня пока еще вот... Я не могу пока себя туда полностью отпустить. Тем более на публике. А ты видела, когда люди отпускают тебя вот так? Да, вот? конечно, я обряды вот видела, настоящие шаманские обряды, когда отпускают себя, да, там происходят невероятные вещи. Это пугает. С одной стороны, это страшно, а с другой стороны, это прекрасно, это красиво, это настолько сильно, это такая природа, это просто не передать словами. И ты тоже на волне попадаешь в это вот какое-то состояние, вот, которое транслирует человек, да, ну, шаман будем условно называть его, да, проводник. И это похоже, кстати, вот на то, что когда во время игры у меня типа немножко вот сознание как будто теряю. Очень спокойно становится. Прям так хорошо, так спокойно. И вся эта суета мирская, да, даже с одной стороны, как будто и вернуться даже не хочется. Хочется посмотреть, а что же там дальше, а куда? Может быть, смерть такая? Поэтому никто не возвращается, потому что там хорошо после конца. Слушай, что тебе говорят люди, вот, например, шаманы, или которые связаны с шаманизмом, с древней якутской культурой, насколько ты можешь переживать вот эти вот эмоции, вхождение в транс, исторически важные для якутов, например, и тех национальностей, которые жили исконно, да, коренных народов. Ты все-таки украинка, и есть какой-то в этом диссонанс или нет? И почему, то есть, если они принимают тебя, то почему, как ты думаешь? Ну, это опять возвращаясь к теме культур, да, для меня нет разницы, там, какая культура лучше или сильнее, допустим, украинская или якутская, да, это во мне никак не сталкивается. Это, наоборот, взаимодополняет, это расширяет, наоборот, мои возможности, потому что у всех народов есть и было, у кого-то по сей день сохраняется, у кого-то забыто язычество, у всех были предки, и все они были, извините, дикарями, аборигенами, прыгали вокруг костра, били в бубен, там, играли на пне, не знаю, общались с духами, да. Все народы когда-то поклонялись, там, выточит статуэтку там из дерева, куска, там, и там все племя поклоняется, да. То есть это было у всех культур, поэтому неважно, кто ты и каким именно направлением шаманизма ты занимаешься. Мне кажется, даже это глупо подразделять, типа, украинский шаманизм, да, ну, там, ведьмовство какое-то, да, или там якутский шаманизм, да. Какая разница? Духи и энергии, они одни в мире. Энергия, она одна, Вселенная у нас одна, общая. И добро, зло, черное, темное или белое, светлое, оно для всех людей общо, в принципе, и одно и то же. Поэтому разделяться на национальности, это, ну, это бредяк. Какая разница вообще, если ты посвящен в это, если ты в этом разбираешься, и если тебе люди верят, и люди идут за тобой, почему ты должен отказываться, надевать на себя мешковину, посыпать голову пеплом, как бы, да? Там, сорян, как бы, я не могу, да? Если у меня родители украинцы, это не значит, что я в кокошнике должна прыгать там, что там украинцы делают, да? В одной руке сало, в другой Через горилка. костер. Да. И сидеть, да, с салом, с горилкой там и еще с чем у них, да? Какая разница, кто мои там родители или еще что-то, да? Если в меня, как сказал мой шаман, если в меня вселилась эта северная душа, и она что-то говорит, она ведает, она просто использует мое украинское тело, как бы я ей позволяю, я проводник, я портал. У души нет национальности. Да, есть менталитет, особенности менталитета, да, национального, там, какого-то семьи, воспитания, культуры, там, это определенный отпечаток накладывает. Но у духа человеческого и у души нет национальности. Нельзя сказать, это украинская душа, там, это, ну, русская душа, да, вот есть такое как бы слово, но это же не потому, что она русская душа, а потому что она в смысле щедрая, да, там, нараспашку. Я не подразделяю, какая разница, какая у меня внешность. Да я хоть завтра могу пойти сделать пластическую операцию, да,
если кому-то легче от этого станет. Мгм. Но мое творчество-то, моя идея, мой посыл и любовь зрителей ко мне не изменится. Какая Мгм. разница? Я выкрашу волосы в черный цвет, давайте там операцию А на для кого это ринопластику. важно? Черный цвет, там, другой разрез глаз. Это на Западе имеет значение? Они понимают, что это не русская, по идее, культура, да? Это культура северного народа. Да, конечно, они понимают. Я люблю выступать очень в Европе, потому что публика очень интеллигентная, как правило, очень образованная, и они готовятся к твоим встрече с тобой. Они не просто приходят на тебя как на диковинку посмотреть, на какую-то, да, неведомую зверушку. Нет, они изучают, то есть они смотрят вот либретто или как, да, вот эти анонсы, афиши, они сразу смотрят, что такое Якутия. То есть они приходят подготовленные. М. И они не просто любят концерт, где артист оттарабанил свое и ушел домой, да, они любят пообщаться еще, особенно французы, да, вот норвеги. Очень люблю выступать в Норвегии, во Франции. Прям эстеты, люди прям ценители. И они даже тебе вопросы такие могут задать, знаешь, прям каверзные. То есть они в каком-то вопросе могут лучше подготовиться, чем ты. Мгм. То есть А какой, например, был самый каверзный вопрос, который застал тебя врасплох? прям сейчас так сходу не скажу, но, по-моему, там был какой-то технический вопрос касательно хамуса. Какая-то девушка спросила, а вот с опрессовкой типа лучше хамусы звучат? С опрессовкой язычка или там чего-то ну, на болтике типа вкрученные, да? Я хамуса не делаю сама лично, да? И слово опрессовка меня вообще выбило из этого, да? Из колеи, так сказать. Что такое? Что? Какая опрессовка? И потом до меня дошло, конечно. И, ну, я смогла ответить на вопрос, но сначала я растерялась. Мгм. То есть, потому что я все-таки в первую очередь исполнитель, я музыкант. И, если честно, меня мало интересует а, технические аспекты инструмента, да, там, какие у него герцы, там, шмерцы, из какого металла он сделан, или А это какой разве не мастер. важно? Нет, это важно, да, но я в смысле не вдаюсь в эти подробности и не гоняюсь за этим. Я беру инструмент, пробую, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Все. Вот это мой принцип выбора инструмента. Для вот этих тонкостей и вот этих изучений всего есть теоретики. Да, пожалуйста, это их стезя, их путь. У меня по принципу отзывается по сердцу Мгм. или не отзывается, нравится или не нравится. Я на любом хамусе могу сыграть, если он мне нравится по звуку, хоть сувенирном я могу сыграть. Но мне позволяет мой опыт, да, сколько лет уже играю, я с 6 лет, мне 34, 28 лет я играю. Конечно, я могу и на пне сыграть сейчас уже с высоты моего опыта и мастерства. Конечно, для людей начинающих важно иметь хороший инструмент. Поэтому, если я там рекомендую, то, конечно, наши якутские инструменты, да, я там могу поумничать, да, сказать, что вот такие зазоры должны быть какие-то. Но это общепринятые вещи, я говорю, да, ничего особенного. А есть такие знатоки, М. они там все измерили уже вдоль и поперек, вплоть до атомного состава уже до этого металла. Слушай, я слышал, что хорошие хомусы делают из пилы. Ну, Да, да. Не хомус, а язычок. язычок. Мгм. Насколько я знаю, просто я сама со своим мастером сидела в гараже у него, прям в мастерской, и мы вместе от А до Я прям делали хомус. И я знаю, что он делается из арматуры. Вот этот корпус, как бы, да, они называют катанка или какой-то черный металл или что, я не знаю. А, То есть есть много сейчас экспериментов. Сейчас же это все на хайпе. Сейчас из нержавейки делают, из титана делают, чуть ли не из золота, рубины, там дорого-богато, да, вот это все. Я человек прям очень такой аскетичный в этом плане. Лишь бы звучал. Можно ли играть на инструменте, который из золота? Золото все-таки это же мягкий металл. Или Я думаю, что на золоте можно. Но это вот, опять-таки, видишь, вопрос не по адресу, да, я исполнитель. Это надо у какого-то спросить именно человека, кто их изготавливает. Или фанатика, вот есть такие фанатики, которые прям вот изучили всю теорию от А до Я, знают больше, чем наши сами мастера, наверное. сколько стоит хороший хомус? Цены абсолютно разные. Я встречала и за 45 тысяч хамус, ну, рублей. Мгм. И говорят, это не предел.
Но мне кажется, это зависит уже от украшенчеств всяких. Если его там бриллиантами украсить или рубинами, да, позолотить корпус, конечно, будет дорого. Но на самом деле это же на звуке-то не скажется. А главное, это, ну, для меня, как для музыканта, это главное звук. Я ведь не коллекционер хомусов, а исполнитель на нем. А можно купить за 2500 рублей. И это будет нормальный Будет концертный вполне инструмент? нормальный инструмент, да. Мгм. Но, конечно, не за 300, да, там, рублей, не за 50. Маленькие такие смесные из латуни, да. Весь мир приходит ко мне заниматься вот с этими инструментами. На eBay покупают их за $10. И такие: ой, а что-то у меня так не получается, как у вас, да? И я всегда говорю: ребята, вы балет будете учиться в валенках сначала, а потом в пуантах или сразу в пуантах? Сразу типа в пуантах. Ну вот, говорю, так почему вы берете вот этот валенок и пытаетесь в нем изящно танцевать? Разумеется, нужен сразу хороший инструмент, хотя бы средний, да? Мгм. Ну и я фанат якутских инструментов наших, поэтому я, конечно, пропагандирую якутских мастеров. Как часто ты меняешь концертный хомус? Вообще у тебя их очень много инструментов. Сколько? Не знаю, не считала. Видишь, я так... Ну, примерно. Ну, концертных, самых важных, которые на каждый концерт играют, 4 штуки точно. Они просто отличаются звучанием, Мгм. да. А так-то у меня штук 12, наверное. То есть Мгм. раньше я коллекционировала, у меня было 56, по-моему, хомусов. Я со всего мира коллекционировала, все попало, короче, и там подарят. И ширпотреб всякий скупала, лишь бы было, да, ради количества. Но опять-таки, когда ты уже нашел в свой путь, и ты уже не в погоне. Я все распродала, раздарила и оставила самые вот сердцу дорогие, которые. Как часто их нужно менять? Ну, как сломаешь, так меняй. По-разному бывает. Когда был вот этот crazy тур сумасшедший, да, я сломала там за этот тур 5 хомусов. Усталость металла. То есть я там как одержимая играла, да. И, конечно, ломались язычки. И я меняла там каждую там неделю, наверное. Травмируется что-то у тебя в лице, когда ты Конечно, ломаешь? конечно. Пальцы, да, ну у меня уже мозоль, то есть такая плотная, я уже, в принципе, тут ничего не чувствую, поэтому норм. А как только начинаешь, и мои ученики только начинают, разрезают, прям кровит палец. Губы я всегда разбиваю, в принципе, но еще зависит от инструмента. Если он там плохо обработан, бывает, острые края, можно порезать слизистую, но это не больно, это быстро заживает. Это выглядит ужасно, да, потому что слизистая богата капиллярами, вот этими всеми делами. Там кровище, короче, фонтан вообще. И все рукава у тебя, одежда, короче, там зрелище так себе. И люди такие: все, они уже не могут наслаждаться твоей музыкой, они тебя жалеют уже. Они такие: бедная девочка, сейчас же ведь истечет кровью, помрет. А я радостная такая, как будто сожрала кого-то. Все в крови, улыбаюсь такая. Это не больно, и это нормально, это естественно. То есть ты можешь травмироваться. Но со временем, вот я заметила, и мы с косметологом, с моим тоже, есть асимметрия лица сильнее из-за хомуса. М. То есть мышцы Усиливается, по-другому, да. то есть Вот работают? здесь уже так накачанная как бы мышца такая, да, и здесь вот эта сторона более стрессованная, более напряженная. Мгм. Здесь более расслабленная, поэтому я как бы А, вижу сама. а ты можешь поменять и играть разными руками или нет? Могу перевернуть, но я уже так круто и ловко не буду играть. Это надо привыкнуть насидеть. Ага. Уже так красиво не получится, да? Все равно тут уже вот... Это как коньки поменять, коньками вяжутся местами. А с зубами что-то происходит? Это очень животрепещущий вопрос. Многие спрашивают, многие даже боятся начинать играть на хомусе из-за того, что боятся повредить эмаль. Мгм. Но, знаешь, по моему опыту и по опыту моих коллег, тоже хомусистов и моих педагогов, да, наоборот, улучшает состояние зубов, укрепляет вибрация. То есть люди не болеют пародонтозом, у них не ослабевает десна. Это же массаж типа. Но мне кажется, если от природы проблемы какие-то, очень тонкая эмаль, да, или склонность к сколам зубов, то надо с осторожностью. Опять-таки, ты же можешь выбрать инструмент, попробовать и почувствовать, комфортно или нет. У меня у самой есть такие хомусы с таким сильным язычком, что вот когда ты ударяешь, это просто штырит тебя, да. А есть мягкие, то есть можно же подобрать с мягким язычком, который не будет травмировать, мне кажется, эмаль.
Ну, по крайней мере, за мою практику 28 лет у меня хвалят стоматологи. То есть все отлично, все тьфу-тьфу. Все прям. Ну вот у людей, которые только приходят, которые учатся у тебя, берут уроки, вот Мгм. бывают какие-то такие проблемы? У них бывает поначалу просто дискомфорт от привкуса железа. Не всем нравится, да? Я-то уже привыкла, для меня это естественно. У кого-то от вибрации бывает, ну, типа, зубы чешутся, говорят. Ну, потому что это просто, ну, непривычно. Там 2-3 раза поиграл, все восстановится. Недавно один писал ученик, что голова болит. Я говорю, а что вы делаете? Он говорит, а я вечером 4 часа подряд играл. Я говорю, даже полезная витаминка, если ее сожрать, извините, целую упаковку, навредит тебе. Поэтому даже полезная вибрация хомуса, если ты перестараешься с непривычки, ты можешь себе навредить. Головная боль, там, это же влияет, вибрация, на все, сосуды, капилляры. Поэтому как-то так. Нужно ко всему подходить с умом, выбрать для себя, перепробовать любой, да, инструмент. Все, что видишь, все перепробуй, и ты поймешь свой. И я даже говорю, что хомус, как волшебная палочка Гарри Поттера, он тебя сам выбирает. Ты почувствуешь сам, что это твой инструмент, прям вот он тебе отзовется. Мгм. Ну, а для здоровья в любом случае это полезно. Вот есть такой термин варганотерапия. Мгм. Насколько это правда вообще? И есть ли люди, которые реально приходят с такой просьбой или с таким желанием получить эту варганотерапию? Много людей приходят с разными целями. Кто-то вот именно весь в шаманизме, да, такой погруженный. Кто-то просто чувствует себя приятно от вибраций, ему мурашки нравится испытывать, да. У всех разные цели. На мои концерты, по крайней мере, приходят люди разные. Кого-то там вообще, извините, плющит и таращит, да, там, там они молодцы прям, не стесняются. А кто-то сдержанно просто слушает и такое даже чувство, что их не прочувствовали как будто. Хомусотерапия как общее название можно использовать, но единственное, что сложно сказать, что это даст каждому конкретному случаю. Потому что кто-то становится радостный, веселый, кто-то начинает, наоборот, грустить, кто-то вспоминает там родину, допустим, да, плакать начинает, грустят. Кто-то засыпает сразу, храп стоит на весь концертный зал. Но человек так отдыхает. И вот ему так нравится. И каждый что-то свое из этого берет. Но в любом случае ничего плохого, это точно, хомус не приносит. Только вот очищение, да, какое-то умиротворение. Или наоборот, запал энергии. Наверное, зависит от того еще, кто играет. Когда ты услышала первый раз храп от зрителя, что ты подумала? На самой первой медитации, то есть, когда мне пришла идея в голову, вот я ударилась в эту всю тему, Индия, да, вот как все через это проходят, вот эти медитации, йога, там, вегетарианство, то есть меня перло одно время по этой всей теме. И тогда я поняла, что а почему не сделать с хомусом? И первую свою медитацию я привезла в Якутск, я не помню, уже 2 года, наверное, назад. И сразу у меня прям на этой медитации, нам пришлось человека разбудить. Во-первых, он деньги заплатил, как бы пусть наслаждается. А во-вторых, другим мешает. Поэтому я сразу буквально вот... Я только начала с Иетарды играть, нашу традиционную, да, вот эту игру. Она же успокаивает, так льется мелодия, и так хорошо. И человек, может, перетрудился или что, он сразу захрапел. Тихо. Ну, ты почувствовала, что да, я добилась своей цели, или была немножко обескуражена в этот момент? Нет, я всегда в принятии, я все вот хорошо восприняла. Наоборот, я подумала, значит, действительно человек расслабился. То есть ему понравилось, это неплохо. Но говорят, что мантры нельзя слушать спя, ну, во сне, да, потому что они там могут либо не воздействовать, либо неправильно воздействовать. Нужно в сознании слушать мантры, да. И также я считаю хомус, надо, конечно, лучше в сознании мне слушать, быть в осознанке, так сказать, чтобы полностью принять вот это благословение, что ли, да, очищение варганом. Но, с другой стороны, мне пишут многие родители, что включают мою музыку детям. Дети засыпают, спят очень сладко, хорошо под хомус. Они же просто концерты смотрят. А если именно вот приходишь на такую хомусотерапию, то лучше, наверное, быть в тонусе, да, все-таки. Ну, это мое мнение. Но если человек уснет,
то мы его специально прям будить не будем. Если он только будет храпеть на весь зал и других отвлекать, мы его немножко... Насколько важно для тебя количество зрителей? Ты любишь больше такие камерные концерты или вот, например, на несколько сотен, там такой большой зал? Все равно есть отличия, Есть, наверняка. конечно, отличие. Оно, в принципе, большое. Мне нравится выступать на маленькие залы, конечно, когда я каждого человека вот вижу, да. Вообще мои любимые концерты — это живые концерты, без электроники, да, без фонограммы, когда мы все на полу, расслабленные, желательно в какой-нибудь большой юрте. Это вот во Франции, в Бордо, я каждый год выступаю, езжу в юрту, там большая юрта на 40 мест, монгольская, там девушка занимается организацией вот этих концертов, она тоже вся в эзотерике, в теме. Вот это самые мои любимые концерты, без микрофонов даже. Когда вот прям живаго, да, и ты как племя, вы сидите все как одно племя, трайб, и неважно, на каком языке вы говорите, какую религию вы исповедуете, и такое единение. Это прям вот даже меня штырит, хотя я уже привыкла к этому всему, да, к этим сильным вибрациям. Там вообще вот класс. А большие концерты — это тоже прикольно. Особенно, когда трансовые фестивали, когда, знаешь, там тысячи там людей. Вот Азора, допустим, я выступала, 40 тысяч человек, да, самый большой трансовый фестиваль в Европе. И там это такая махина, мощь, там, да, все там танцуют, такой звук. Как бы, но это другая уже энергия, наверное, более такая земная, да, более приземленная. Это все-таки делается с помощью техники также, да, это все подкручивается, все увеличивается, все утрируется. И это немножко уже не такое, мне кажется, полезное воздействие, не такой хилинг формат. А я люблю вот именно камерные концерты. Хотя, конечно, если с финансовой точки зрения посмотреть, да, это, ну, невыгодно, допустим, да. Но тут же дело речь не о финансах. Тут дело именно о вот этой составляющей целительной. Поэтому Вселенная увидит, что ты помогла людям, улучшила их состояние, здоровье, и она тебе материально потом в другом месте где-то поблагодарит. Если говорить о талантах, это не только различные музыкальные инструменты. Ты же поешь еще? Да, конечно. Как часто ты поешь вот на концертах, вот именно не во время исполнения, да, там хамуса, не к превью, например, а вот реально встала и запела. Вот такие есть у тебя какие-то композиции? Встала и запела где? На В бане? концерте. В смысле, на моем концерте? Да. Не, ну, конечно, я пою. Сейчас репертуар мой составляет 50/50. Пение, их 50% хамус. Если раньше я не пела вообще, только хамус был и звуки природы, то сейчас я даже уже перекатываюсь, так сказать, в сторону пения, потому что и люди, это благодаря людям, это их отзывы, их пожелания. Люди говорят: боже, какой у вас голос. Ну, тут, может быть, эти украинские корни тоже, да, все-таки голосистые же украинки. Не в смысле голосистые, нет, шуточки за 300. Вот. А именно вот есть это в природе, конечно, пение, да, украинские песни какие. Поэтому люди начали прям хвалить очень мой голос и просить петь больше. И я с позиции того, что у меня некрасивый голос, начала себя приучать любить свой голос, да, вообще любить себя, наконец-то, принимать. То есть ты думала, что у тебя Я некрасивый думала, у меня голос? страшный голос. Я не умела петь. То есть я не училась ни у кого петь, прям вот так, что профессионально. В школе было сольфеджио, но сольфеджио — это другое. Это до, ре, ми, фа, соль, ля, си, села кошка на такси. А тут природный именно вот это, да, голос нужно было открывать. И благодаря вере людей и просьбам людей, их позитивным отзывам, я запела, я в себя поверила, я открылась. И действительно, оказывается, это трогает сердца людей, что вот даже Линда пригласила меня в свой альбом. То есть ее зацепил именно мой голос уже, да, не просто исполнение на хамусе, ее зацепил вот какая-то глубина, что она даже целую первую песню на альбоме полностью мне отдала, где я пою именно наш традиционный кылыгах, вот обряд кормления огня. Расскажи про сотрудничество с Линдой поподробнее, что вообще там происходит, это что за альбом, когда выйдет, я не знаю, там... Вышел. Альбом вышел 25 сентября, ее новый долгожданный альбом, ее фанаты долго ждали его.
И он именно вот такой глубокий, эзотерический, шаманский, да, можно сказать. А как встреча получилась, я как раз гостила на празднике новогодние в Якутске. Я уже жила же на тот момент в Москве. И организаторы ее концерта пригласили ее вот в ресторане поздравить. Ну, просто чуть-чуть сыграть, там, колорит показать. А у меня даже ничего с собой-то и не было, ни костюма как бы якутского национального, ничего. Я взяла бубен, хомус, тоже вся такая в локонах, красиво. Пришла в ресторан. И они сначала так немножко с прохладцой, все-таки я врываюсь в их пространство, они отдыхать, кушать пришли. И я тут такая вся приперлась бубном, да. А они так как-то так сдержанно. Наши такие, давай, давай, типа, играй. Ну, я начала играть, петь, там, не стесняясь, на весь ресторан, ну, и они такие, хоп, сразу по-другому открылись. Я вижу, что установился контакт. Она, Линда, и продюсер Михаил. И они послушали все, прям расспросили все, да, и такие, а где вы живете? Я говорю, в Москве, там все дела. Они, а будут ли концерты? Как раз планировался концерт. Ну, я рассказала, что будет концерт, пригласила, а сама-то про себя думаю, да, конечно, ага, придет Линда на мой концерт, а сбежалась, да кто ты такая, салага? Ну, я про себя, в смысле, да? Конечно, такая великая звезда, для меня-то она вообще богиня, идол, да? Я ее все песни наизусть знала, слушала еще на кассетах, с ума сходили вообще по ней. И чтобы она на мой концерт пришла, ну, я все равно сказала, нет, они позвонили и пришли на мой концерт. Вот. Я прям была настолько тронута. Они такие приятные люди, оказывается, такие, ну, открытые. Мы на одной волне, короче. И все, после концерта Линда пригласила в ее вот альбом вписать звуки. Они пришли вот на эту же студию. Вот так мы и сидели. Записали мы тут пару треков. И я, если честно, забыла уже даже все, да, что мы там писали, что делали. А оказывается, это. И вот когда я уже готова услышала альбом, вот эта первая композиция «Антах Карана». Наши все говорят, а что это значит? «Антах Карангада». Типа там темно. По-якутски же так получается «Антах Каранга», типа там темно. А это «Антах Карана», это на санскрите. Индийская вот эта вот тема вся, это значит внутренний инструмент, это осознание типа, короче. Ну, очень-то глубокая там философия. И, ну, так смешно получилось, что даже якутские слова как будто, да, «Антах Харана», «Антах Карана». И я услышала и такая, меня саму вообще вот прям, ну, проперло, другое слово не сказать. Я прям, такая, у меня мурашки даже сейчас пошли, то есть от собственного голоса. Я поняла, что, оказывается, у меня ничего еще такой голос. Короче, себя надо любить, ребята. Себя надо, оказывается, уважать. И ничего плохого про себя говорить никогда нельзя. Потому что организм нас слышит, обижается и может каким-то образом потом ответить, да, на это. Я в принятии, да, я много пою сейчас. Я выучила за период карантина много песен классных наших, народных, якутских. Дегеренер это, ну вот в стилях таких, да, знаменитые песни, которые, в принципе, все знают. И расширила репертуар. Сейчас еще Кырымпа моя прилетит вместе с братом из Якутии. Буду еще на Кырымпе играть. Короче, я не планирую останавливаться. И что бы там ни говорили, там, русская рожа, возьми свою балалайку, там, надень кокошник, еще чем-нибудь. Я просто с юмором к этому отношусь. И мне, если честно, жалко немножко людей, которые так рассуждают. Ведь я не уродую культуру, я ее не экспериментирую с ней всяко разно, а я ее развиваю, я ее сохраняю, мало того, что, да, и оставляю ее в ее первозданном виде. А какого цвета у меня волосы и разреза глаз, ну, это глупо. Ну, если ты сказала, что тебе больше и больше нравится твой голос, я тоже хочу сейчас насладиться. Давай чуть-чуть, да? Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Ну, здесь, конечно, акустика так себе, потому что мы в студии. Я не распет, я не в голосе. Ну, а что тебе спеть-то? Может быть, фрагменты из Линды или вот как последняя песня, которую ты разучивала. Что больше всего нравится, что больше всего откликается? Ну, конечно, моя любимая песня — это «Тоюк», да. Я очень люблю петь именно наши протяжные песни, типа «Тоюк», там, «Алгысы» разные. Слушай, ну ты меня прям застал врасплох. Сидя петь, кстати, тяжело.
знаешь, да? Поджимается диафрагма. И так отмаза начала. Ну, попробую, но я не распетая, сразу говорю. Я могу петушить сейчас голос. Запев, таюк. Норм? Отлично. Слушай, мне самое понравилось. Ну, я не распетая, правда, была. Я Да боялась, что будет вот это, ладно. знаешь, вот это может быть. Истерично на лагах может получиться. Это смешно звучит. В общем, ну, все получилось. Талант не Круто. пропьешь. Ну, давай на этой ноте будем завершать наш Мгм. разговор. Очень было приятно с Вообще, тобой с тобой пообщаться, всегда душевно Алена. общаться. Желаю быстрее всем артистам выйти из этого кризиса, из пандемии. Пусть у вас Да. будут концерты, важно. развивайтесь. И очень Очень круто. сложно не впасть в депрессию, да? Люди же творческие, они же ранимые, поэтому очень важно сохранять вот этот позитивный Ну, это не про настрой. тебя, да? Ну У тебя уже да. столько планов, и Крым сейчас приедет, и Ну вот песни. если бы и- не, да, если бы не музыка, если бы не моя вот эта моя культура, то я бы, наверное, чувствовала бы депрессию. А так там же бесконечно копать можно, изучать все, рыть и рыть, там просто еще не паханое поле. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Барга Махтал. Махта. Махта.